КГБ в основном самый такой был. И все собрались на Лубянке у здания КГБ тогда. И штурмуют, уже дело идет к штурму здания КГБ. И КГБшники подсылают несколько людей в толпу, и эти несколько людей начинают кричать: при чем тут они, КГБшники, они такие же люди, как мы, вон кто во всем виноват, и пальцем в сторону памятника Дзержинского. И толпа подкидывается на это, сразу подгоняется подъемный кран и сносят этот памятник Дзержинского. Вот так они избавились от того, что КГБшники, от того, что внутрь здания КГБ ворвалась толпа людей. Вот Ираклий Букин, скорее всего, вот такой засланный казачок. Он, знаешь, поднял эту тему, потому что она муссируется, видно, среди мигрантов, а потом вовремя слинял по заказу грузинских спецслужб. Скорее всего, это вот на эту историю похоже. Чтобы, знаешь, показать, что будет с тем, кто будет поднимать этот вопрос. И, естественно, мигрельцы Лотик Кобаля, я, блядь, вот вы сильные типы, блядь. Я вспомнил Лотик Кобаля, ты сразу ник, да, сделал, блядь, звездист Лото Кобаля, да, красавчик. Я понял, вспомнил пару дней назад Лото Кобаля, и кто-то сразу ник сделал себе Лото Кобаля. Вот Лото Кобаля может сказать на самом деле большую правду. Понял? Ну да, я слышал этот разговор. Он единственный из сегодня живущих, который может, ну, понимаешь, ту правду он скажет, с которой, блядь, грузинам невыгодно. Понял? Очень невыгодно с Лото Кобалевой правдой жить. Понимаешь, да, о чем я? Я понимаю, Гоша, но ты же понимаешь же, что один человек не воин, как говорится. Но ему не дадут сказать. Не дадут, факт это, да, и это запроса общества нету такого. Если селяне похоронили в пантеоне, то о чем говорить? Что бы Лото Кобаля не сказал, все равно они будут хавать то, что селяне похоронили как герой. Лото Кобаля сидел до того момента, пока к власти Саакашвили не пришел. Ну да, Саакашвили пришел, Гамсахурди имя поднял, и за это мигрельцы за него и убиваются. Да, там мама мигрелка, все такое, но я думаю... Такое, бля, послушай, они, блядь, этого Гамсахурди, они вот здесь сейчас патриотично к нему относятся по-братски. До 2004, до 2006 года вообще похуй было на этого Гамсахурди. Ты понимаешь, что они с ним сделали? Они хуй на него положили. Они его, братан, ты представляешь, целое, без привет еще раз. А вот представьте себе, братцы, огромная территория Грузии. Без привет. Привет. По-моему, 70 тысяч квадратных километров это Грузия вся. И на 70 тысяч квадратных километров не было 2 на 2 метра, чтобы похоронить Гамсахурди. Вы знаете? Его когда убили, один раз похоронили, потом выкопали, перезахоронили, и вот так хуйней маялись, выкапывали, закапывали. Об этом узнал Джохар Дудаев. Дудаев говорит: слышишь, он мой друг был при жизни, завязывайте нахуй этой хуйней заниматься, везите его сюда, я его похоронил у себя в Грозном. Короче, там даже кадры есть. Они выкапывают его в очередной раз, третий или четвертый, выкапывают. Привозят этот гроб к вертолету, свой рот ебал перед вертолетом, открывают гроб, посмотреть, лежит ли он там или не лежит, блядь. Так они вас обздели и отправляют его в Чечню. Вот ты представляешь, насколько они его ненавидели, что они его, блядь, даже в Грузии похоронить могли. Тоже Гоша, блядь, гондон, Гоша придумал. Гоша нехороший. Тоже я, да? Ну, не совсем так, конечно. Не знаешь, это пидорас Буки, уже второй раз. Первый раз я бы не ругал его. Промолчал. Ну, что А сейчас обхуесосил, пидорас-то ебаного. что-то сказал про тебя? Опять то же самое, его породу я ебал. Раб ебаный. Хуесос, блядь. Двухметровая мразь, блядь.
хуесосы, блядь. Вернетесь. На мой хуй ты вернешься, Букер. Ты уже никуда не вернешься. За это ты, сука, купил себе дом, блядь, участок, и вон там копошишься. Все, нету веры тебе в возвращение, да, хуесос? Все, умерла надежда, пидор, блядь. Говно ебаное. Это же он говорил, сука. Знаешь, что он говорил об сны? Что? Я всегда его хуесосил, блядь, пидора. Вот иногда понял, так, спокойно. А знаешь, это со мной он разговаривал. Знаешь, что он сказал? Это гандокрыс. Нет, нет, скажи мне, что он сказал. Я буду воевать. Война будет, я возьму воевать и пойду освобождать свой родной город Сухуми. Хуй мой освобождаю. Твой рот. Что-то слышишь? В 2008 году, Пиндо, понимаешь? А? Скажите мне по-братски. В 2008 году я на другом фронте воевал. Кто-то участвовал в наземной операции? Без, ты участвовал? Доли нет, нет. Да, но не в основной, там первый день, короче, спецгруппы наши пошли. И этим воздухом, короче, и этими калибрами хуячили их. Вы в резервисты пошли, записались, нам сказали, сидите здесь Мы пока. пошли уже на второй день антенну снимать. Не имеет нахуй лоту Кобаля. Смотрите, Пошел вышли. он нахуй, блядь. Мы имеет право жить на моем халео, бессовестный, беспредельщик, сука. Взял не за хуй, заругал уже второй раз. Пошел нахуй. Ты знаешь, операция 2008 года с их стороны. Послушайте, вот у меня вопрос. Разработана была. Вот смотрите, целая, то есть там же база, военная база в Синаке была. Туда же военные подразделения Российской Федерации, секундочку, военные подразделения Российской Федерации и отряды абхазов, абхазской армии дошли в Синаки на военную базу, были же там? Да. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из целого Сан-Мигрела, самого большого региона, кто-нибудь, какую-нибудь, как сказать, отпор дал? Нет, русские солдаты, наоборот, сказали, нас так хорошо мигрельцы здесь приняли. Да. Хлебом, солью кормили. Они даже не думали, мигрели. Да. Почему это? И они чуть-чуть отпор вначале дали, потом их нурсами с вертолетов, с самолетов стреляли. Они... Почему это? Нет, Мигрелы, потому бля? что Буке, где был? Буке, почему не дал сопротивления такой Буке, войне? Ар-Ильгар, Это был- Да где они все, которые вот здесь, блядь, фанаты Саакартвело? Где они все были? Ни один. Кроме Васико, ни один, вот из кого я знаю, кроме Кто-то же Васико. должен тыл прикрывать. ёпте. Короче, ни один из них, кроме Васико, единственный это Вульф-11, который воевал в 2008 году. Все они трусы, ебаные зайцы. Ну а так у них разработана операция нападения на Абхазию была грамотно. Они должны были спуститься по речке и разделить ачимчирцев, короче, и нас. У них без. Они, знаешь, они как? хотели, чтобы ачимчирцы остались в тылу, короче, окружить их и разъебать. Мы же, смотри сюда, без. Мы же на море вели бой. Морской бой у нас был. Он Да, там я знаю. несколько... Короче, там, знаешь, как произошло? Они загнали Раз, несколько да. катеров военных. Короче, им американцы как раз таки Да. вот... Они должны были по двум фронтам хуйнуть, понял? Они должны были ебануть морем, то есть оттянуть, то есть морем создать атаку и создать сухопутную атаку, понял? Вот, Аэропорт хотели взять. Ронин, Аэропорт. привет. В районе аэропорта морской десант. Привет, Ронин, привет. По речке Украинцы были, где были, брат? В 2008 году, да, не то, что были, украинцы дали им ПВО, Ронин. Дали С-300. И, кстати, когда потом обратно украинцы попросили у грузинов С-300, они не вернули. Короче, 70% сбитых самолетов русских сбили сами русские, перепутав их с грузинскими. Не знаю,
на том фронте не был, я тебе говорю, что у нас был морской бой. Мы потопили один потопили, второй взяли на абордаж. Мираж Остальные- стрелял. А? Не ваш корабль, Мираж Не, стрелял. это малоракетный. Ты чё, наш бы там хуйнул бы не Да, было. У нас я же говорю, Мираж стрелял. Да, малоракетный «Мираж». И смотри сюда. А мы в это время, поэтому у них, смотри, какая задача была. Они должны были по двум фронтам, я же говорю, морем и сушей. Но в это время сухо, мы сушу, там 2500, говорят, контингента было, если не больше, да, Бес? Ну, по нашим сейчас не могу говорить Там, многим. Сваняки? Да. Ну, где-то так, да. Там, короче, чтоб ты понимал, вы бы просто так сухопутно бы не взяли бы их. Там серьезные дзоты, серьезные. Ага. Там одно ущелье можно держать, пулеметчик и заряжающий может держать, блядь, до чипа эту линию фронта. Ну, короче, когда мы ночью провели спецоперацию, ну, то есть провели артобстрел, вы же утром, когда туда Там у них поднялись, заминировано было еще. уже не утром, уже никого не было. Когда мы провели артобстрел, артподготовку, все, нахуй, утром уже там всех снесло, блядь, к ебени с матери. Мы, блядь, сделали несколько выстрелов. По речке калибр шел, по речке, вот выше речки. Не, мы, смотри, специальным комплексом наземный, то есть есть наземные удары, то есть по земле бить и по воде. И вот мы, если кто-то был, кто проводил сухопутную операцию, вы должны были видеть там воронки ебанутые. И вот эти, есть разные виды оружия, есть вот этими секретными видами оружия, когда уебали, что они все бросили, даже поджечь не успели, убежали. Вот это была наша работа. За нее, кстати, мы и получили награды от президента Российской Федерации. Лично в руки получили награды. Я тоже имею такую награду. Лично от президента Медведева, тогда Медведев был. Там так интересно написано. Я потом покажу вам. Я показывал здесь. Больше не буду показывать. Пошли нахуй. Миомари, ты, блядь, взрослый мужик, блядь. Вот Букья, гнида. Вот нахуй ты меня заругал, ты мудак, блядь. Вот я тебя, блядь, в жизни, сука, ругал, ты мразь, блядь. Нахуя ты, сука, меня заругал, еще раз тебе говорю, ты пидор, уже не раз ты говоришь это. Такого мигрела, как я, халечами. Еще раз говорю, можешь, сучка, спросить, это я не как ты в интернете мигрелом стал, как ты, блядь, в интернете. Я не как ты, блядь, в 40 лет узнал, что я мигрел, понял, говно, блядь. Это ты, блядь, в 40 лет, блядь, рассказываешь, сидишь. Я в 40 лет сидел, задумался. Правда, мне там так говорили, в школе так говорили, так. А я не знаю, кто я. Задумался, на самом деле я мигрел. На самом деле щехалеоще. На самом деле. Близко к сердцу не воспринимаю, у каждого свои недостатки. 40 лет ты понял, а я ребенок 10 лет понял, чтобы я... И не значит то, что если я язык не знаю, блядь, я не вот этот. Слушай, да, я вырос в абхазской культуре. Во мне, да, больше абхазского, чем вашего мигрельского, 100%. Больше, потому что меня, блядь, воспитывали в духе абхазской культуры. Но если, блядь, взять мигрельское изначально, там много отличий нету. В воспитании, в обычаях, традициях нету больших кардинальных различий. Понятно? Это вы сейчас все поназабивали, понапридумывали, понахватались, блядь, наливать ботинки, пить, блядь, потом с земли пить, блядь. Это не мигрельская, блядь. Ты, блядь, 40 лет понял, что ты, блядь, мигрел, а я с детства знал это, понял? И где бы я ваш язык выучил, который не существует, блядь, даже статуса языка не имеет. Мамука, не неси ересь, блядь. Миомари, Мираб, ты тоже, блядь, взрослый мужик, блядь. Иди сюда, Амод Ягер. Взрослый мужик гейское видео отправляешь, тебе не стыдно? А? Ацхуэн яшен, бичо, блядь. Ты, блядь, ровесник деда моего, блядь. Тебе не стыдно, блядь? 60 лет мужику гейское видео отправляешь. Ты нормальный человек, а?
60 лет тебе, ебё мать, блядь. Ну, ты нормальный, блядь? 60-летний мужик гейское видео отправляешь. Я тебя спрашиваю. Леди, привет, извини, не поздоровался. Сейчас только увидел твой ник. А? Нормально это? Напишите чат. 60-летний мужик, блядь, гейское видео расправляет молодым ребятам. А? Латентный гей, может? А? Вы напишите в чате, нормально это? Большой сильной любви. Мира, я у тебя спрашиваю, ты взрослый мужик, блядь. Мяу, Мари, мяу, Мари, мяу, Мари. Мелмари хочет мужской сильной любви, а? Мужской, чистый. Бессовестный. Детей, теперь я понимаю, что ты детей ругаешь. Ты извращенец, блядь. Извращуга. Ладно, хорошо. Это не ты сделал, ты тупой, у тебя мозгов не хватит, это фотошоп сделал. Тебе хорошо кто-то отправил, ты на это посмотрел, уебище, и всем другим отправил. Ты нормальный, блядь? Хорошо, я знаю, это Лука сделал, вот это Лука, который Лука типа Аргу, но эту хуйню делал. Хорошо, он сделал, он больной шизофреник, он это сделал, тебе отправил. Ты на это смотрел, блядь, сука, все это видео рассматривал, потом решил всем другим отправить. Вот тут ты скажи, нормальный человек, поднимись, что ты, блядь, сидишь, блядь, прячешься? Поднимись, скажи, правильно ты сделал или неправильно? Что ты как это, ты знаешь, что тебя никто не ругает здесь, блядь? Знаешь, что я не ругаюсь, сидишь, блядь, поднимись, объясни. А модный бить человек? Что ты боишься? Я тебе говорю, поднимись. Мне похуй. Поднимись, похуист, объясни мне. Что тебе похуй? Поднимись, объясни, блядь. Похуй, похуй. Тебе все, я смотрю, похуй. Детей ругаешь, тебе похуй. Хуи, блядь, писюны отправляешь, тебе похуй. Годжа, там хоть это Денис, может, поднимем Денису, поговорим с ними? Где если Денис с кайфом подниму, лучше с Денисом пообщаемся. Там Хурц, это же он. Денис, поднимись, поговорим в истории, что-нибудь новинки рассказывай. Где воротьба? Дамхурц написано, вот. Всем добрый вечер, поздоровался. Денис с кайфом, конечно, поменяю риторику, чем с этими обезьянами разговаривать. Всем добрый вечер. Добрый, Денис. Соседу, рад, где ты, наш золотистый? Где ты? Ты разбогател, скажи честно. Вот сейчас честно признайся, пара чалоп, наверное. У нас, если человек пропадает со связи, значит бабки поймал. Или женился. Ну, судя по тебе, еще не женился, значит бабки поймал. Так, если хотите деньги занять, звоните Денису. Уж сейчас рассказывай. Как у вас дела? Я вас всех давно не видел, не слышал. Ой, мы тебя рады видеть. Привет. Денис, мы находимся, я был тоже в отпуске, как бы отошел от этой ругани, не ругался, сейчас как несколько дней вернулся, но уйду обратно, потому что ничего не меняется, а наоборот стало еще ужаснее. Контингента в исторических... Зачем ругаться? Зачем? В чем смысл ругаться? Знаешь, я согласен. Свое время теряешь, свои нервы 100%. расшатываешь. Я, например, вот ты знаешь, я вот видеоролики сделал в Ютубе, там в Телеграме я веду канал. Там они приходят, какие-то гадости гадят. Я просто чуть заблокировал. Что-то лишнее сказал, заблокировал. Лишнее сказал, мой адрес заблокировал. И все. А зачем ругаться-то? Слушай, знаешь, зачем себе нервы портить? Ладно, оставим этих сумасшедших. Сейчас Всем смотрел добрый вечер. передачу. Кстати, передачу вот эту сняли. Я не знаю, новая, по-моему, не новая. Арарат Кишян снимается в этой исторической передаче. Снимают они, актер, вот этот пацан, как он, рыжий такой. Ну, вот этот был сериал на СТС молодежный, как он, даешь молодежь, по-моему. И как он? Рыжий такой. Они, короче, он снял серию передач про Киласурскую стену, про Абхазскую Великую стену. Ну, там теории, догадки и все остальное там. Он узбек вообще.
Я не знаю, честно. А, Вот такой рыжий не вот знаю. этот паренек, да? Ты не смотрел, Денис? Он русский, на русского знаю. похож, почему Да, узбек? да, видишь, он русский, по-моему. Я, значит, за другого говорим. Я знаю. Не-не-не. Ты не смотрел передачу эту, Денис? Это в Ютубе, я так понимаю. Да, Абхазская, Великая Абхазская стена, посмотри. Материал. Я, кстати, думал, почему тогда не у тебя, это как его? Консультировались. Да. Так, я вижу канал Апсны Гид. Документальный фильм «Великая Абхазская стена». Ну, передача русская. Я, кстати, сейчас я, по-моему, посмотрю. Я кому-то отправлял в WhatsApp, по-моему. А 2 недели тому назад. Да, совсем Место свеженькая. происшествия. Ну, слушай, я, честно тебе скажу, я не смотрел, но я тебе так скажу, если там нет наших историков и археологов, я не вижу смысла этот фильм вообще смотреть. Угу. Ну, может, они знаешь- консультировались, они показали. Нет, там Надо сейчас какие-то ничего передачи. лишнего, там, я так посмотрел, не было сказано. Ну да, там они своего тоже от себя чины понакидывали, конечно. Вот ты знаешь, когда снимают вот какие-то фильмы, во-первых, надо связываться с абхазскими археологами, историками. Например, у нас, вот ты понимаешь, у нас же есть, например, ребята, которые всю эту стену пошли пешком, изучали эту стену. Как можно снимать документальный фильм, даже не спросив их? Ну, это знаешь, что, ну, Нет, ну, наверняка они спросили сами бы они тоже, откуда информацию брали. Скорее всего, консультанты были у них. Да. я посмотрю. Ну я же говорю, я не нашел там, вот он, этот парень рыжий, вот он. Ну да, я увидел. Вот этот парень рыженький. Да, я тут увидел, а для себя зафиксировал видеоролик. Я посмотрю. Кстати, Ну, Денис, ты знаешь, вы знаете, как обычно, очень много мифологии связано с этой стеной. да. Всякое там придумывают. А потом, знаешь, как люди должны понимать, что наука идет вперед, и наука не стоит на месте. И есть новые открытия и так далее. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, уже понятно, для чего построили эту стену. Уже почти понятно. Так что... ты мне скажи, Денис, а есть вероятность того, что эта стена, она не только, она не с Сухума начинается, а есть ее обрывки ближе к нашу сторону. Может быть такое? Нет, стена конкретно начинается рядом с Киласуром. Ну, рядом с Не Ну, может там быть, есть да, причины. что в сторону Гудаут и Гагры там нету таких, да, артефактов. Я понял. Нет. Но я тебе больше скажу, такая схожая стена есть и в Грузии. Угу. О чем, кстати, почему-то Ну, грузины вот. умалчивают. Вот смотри, я смотря... Почему умалчивают? Да, немного чего умалчивают. Схожая О чем стена они есть и умалчивают? в Грузии. А, да? Да. Почему умалчивают, Денис? Мы не поняли. Но это знаешь, как когда же не любят эти всякие сказки рассказывать по поводу Абхазии, а тут понимаешь, что получается, что стена такая же есть и в Грузии. Да. Тут, Ну знаешь, смотри, тут, Денис, знаешь, логика просто ломается. вот смотри, эта стена, вот по ней там несколько культур приложила к ней руку. То есть разные периоды времени, но Да. у научной истории нету определенного одного ответа, кто изначальный строитель этой стены. То есть кто изначально ее строил и для чего ее строил. Вот до сих пор, насколько я понимаю, точно именно вот стопроцентной теории нету, правильно? Ну, слушай, Ну, скорее знаешь, всего, византийцы, правильно? нет. Это далеко не Тоже Византия. нет. Я тебе скажу, просто, к сожалению, эта работа еще не вышла. Мгм. Нашего коллеги, парня, который это все... Вот понимаешь, вот что значит... Кабинетный историк — это одно дело, а когда человек прошел всю стену, изучал, брал материалы, проводились исследования, это на самом деле очень серьезная работа. И я тебе хочу сказать, что на самом деле там реально несколько слоев. Начиная с эпохи Абхазского царства. То есть это реально, начиная с периода Абхазского царства, там есть слои. Вот. Так что все там далеко не так, как это иногда кажется. Интересно. Вот скажи, пожалуйста, Денис, вот часто
вот это вот, не, вот, допустим, про церковную жизнь в Абхазии, как бы споров как бы нету. Первые христианские комплексы византийцами, да, здесь построены. Не, раньше. Не, ну, первые все-таки храмовые комплексы в основном Византия, византийцы. конечно же. Да? В основном Византия, конечно же. Первый храм Да. Абата, Это Византия, брат. Византия, 6 век. Византия, брат. Византия. Транский собор на месте, кстати, чтобы вы знали, Бедийский собор построен в 999 году. На месте этого собора есть храм более древнего периода. Угу. То есть, на самом деле, что вы знали, многие храмы стоят на фундаменте более Да, древнего. на других. То же самое вот наш Дзыбский, да? Римского периода, да, значит? Византийский. Византийский. Нет, те старые на основании римского периода строились. Не, До не. 5 На века. основании эпохи Византийской империи. римского периода до разные, византийского разные периоды правления были. Вы, ребята, не забывайте о том, что в IV веке Римская империя распалась уже. Угу. Я за это и спрашиваю. Транский собор VI века. Буддийский когда собор вот, стоит на фундаменте Денис, VI века. Аббата VI века. Да. Ну, 3-6. Значит, Амбара VI века. Денис, вот смотри. Вот грузинская вотчина. Именно есть такое понятие грузинская архитектура, христианская архитектура. Есть такое понятие вообще? Ну, местная архитектура, она вообще характерна для Абхазии, Грузии, Армении. Да, ну вот скажи, вот именно есть ли на территории Абхазии, именно чтобы вот сказать, вот допустим, я понимаю, я расцениваю так, вот сегодня строят мне гостиницу ребята с Узбекистана, но она же не стала моя гостиница узбекская, правильно? Или дом я строю себе, узбеки или таджики строят, они же не строятся, то есть таджики мне построили, таджикские. Вот храмы именно, чтобы имели отношение вот к грузинской архитектуре, и грузинская рука это делала. Такие храмы у нас есть? Ну, слушайте, ребят, давайте говорить честно. Да, честно. Учитывая тот факт, что у абхазов не было письменности. Конечно, с 10 века, если абхазы приглашали, скажем, грека, угу. надпись была на греческом языке. Да. Если приглашали грузина, естественно, надпись была на соответствующем языке. Конечно. Например, скажем, Атенисиони в Грузии строил Тодосак, армянин. И там надпись «Я такой-то, такой-то Тодосак построил этот храм». И там имеются надписи на армянском языке, потому что Зодчий был армянин. И что теперь делать? Ничего. Поэтому, знаешь, это такие глупые споры, если честно. Да. На сегодняшний день храмы в Абхазии, где имеются надписи на грузинском языке, потому что здесь были грузинские миссионеры. Конечно. Грузинские строители. Вот Конечно. и все. Но послушайте, на Северном Кавказе тоже есть храмы с грузинской надписью. Что теперь? Кто-то хочет сказать, что Тхаберды построены на территории Ингушетии, и там надписи на грузинском, что там не жили ингуши, что ли? Нохчи там. А что там, нохчи там не жили? Да. Ну, вы знаете, это такие... Ты знаешь, князь, я даже не хочу на тему спорить. Да, это бред. Мы, во-первых, скажи, с 10 века же, да, получается, перешли, вот, допустим, ввели письменность на грузинском языке, это в X веке, да, где-то? Или в XI? Ближе к концу X века, но вы учитываете, что на самом деле надпись греческая никуда не исчезла. Да, это не спорю. Я имею в виду, вот, допустим, письменность, переписи велись на грузинском, когда вот после распада... Я вам так скажу, на сегодняшний день нет ни одного, подчеркиваю, ни одного документа династии Леонидов на грузинском языке. А на каком есть? Ну, мы знаем переписку абхазских царей греческий. Да. А вот... Переписку с патриархом византийским вы имеете в виду, Денис? Да? Так, ну, учитывая, что греческий был международным языком для Абхазии. Ну, уже туда, тогда, когда общее государственное строится, уже тогда перешло уже к XI веку перешло на грузинский, да, там уже когда это Баграт был, правильно, все эти цари, уже как бы до какого периода, когда уже перешли на арабскую вязь, ну, то есть на турецкую? Ну, слушай, это уже эпохи Османской империи. Османской империи. То есть это сколько веков все-таки было? Период общего государства. Османы появились на берегах Абхазии в XVI веке, но они же не сразу закрепились. Ну да. То есть вот, период, кстати,
точный если... период общей государственности, Денис? Вот меня интересует общего государства вместе. Сколько это, какой период был? Ну, это около примерно Примерно. 300 лет. грубо 300 говоря. лет, правильно? И вот за вот эти 300 лет, которые мы жили в одном государстве, нам приходится до сих пор, как это сказать, Оправдываться. вот это приходится, блядь, спорить и терпеть, что было в... А зачем спорить? Подожди, а почему 300 лет? А во времена Давида IV... что сами грузины не были в составе других государств? Ну, я же про это и говорю. А во времена Давида IV мы разве не жили в одних пространствах, в одном? Ну, уже после развала государства говорить о каком-то едином пространстве уже Да. не приходится. Бред. Вот у нас споры всегда, вот без тоже споры этих участвует. А, вот, больше да, участвует. подожди, обсны секунду, брат, как раз, вот, не обессудь, мой брат. Вот у нас спор. Вот скажи, в период Тамары, в период там Баграта, как называлось государство, которым правила вот Тамара? Название государства. Вот у нас спор. Слушайте, вы знаете, я вам так скажу. Для багратитов Мгм. название Абхазии было престижное. Да. Юридически закрепленное. Ну, будем так говорить. Вот вы откройте... По династии, правильно? У меня вот здесь работа в Ахуште Багратионе, и он Да. говорит, что в этом абхазском царстве правило там 200 с чем-то лет багратиды. То есть для них, ну, учитывая, от кого пошло государство, название Абхазии для них как бы было, ну, свое государство так назвали, отдавая дань традиции. Потому что это было престижно. Да. Вот вы также обратите внимание в эпоху, если вы будете внимательно читать карты с того времени. Ну, потому что корона перешла от абхазского царя, да же, Денис? Ну да. Законные права такие были, да, чтобы называть его абхазским. Законные права на корону. Да, вы не забывайте, что откуда пошла вот эта царская. И они же с Абхазии начали свое царствование. И поэтому для них на первом месте, они же как писали? Мепе Абхазта, да? То есть царь Абхазии. Так начинается титул. Вот. И, кстати, в Мокском соборе раньше имелась надпись, где Давид, строитель, назван царем Абхазии. Вот. Так что такая история. Государство. Ну да. После этого уже было, понимаете, это ясное дело, что по своему уже внутреннему содержанию, конечно, это уже не было таким абхазским государством, но название, оно сохранялось как дань традиции, потому что багратиды царствования начали именно с абхазского царства. Вы даже обратите внимание, когда они говорят о западной части царства, они его назвали Абхазия. Например, там во время нападения на государство, скажем, вот, куда ушла царица Русудан? Она ушла в Абхазию, там написано в истории. Под Абхазией имеется в виду вот эта западная часть государства, где правила династия Леонидов, где была изначально вот эта их территория. Вопрос один. Вот мигрелы, грузины говорят, что ладонь на флаге над Сухумом, который был, это был во времена, те времена, когда мигрельские князья захватили до реки Гумиста. Но этот же флаг на ладони был раньше, до того, как грузины сюда пришли, дадяне сюда пришли с войной. Слушай, вы знаете, с этими, условно говоря, флагами целая история. Грузины говорят, что тот флаг наш, что... Вот если вы откроете карты, и вы увидите, что этих флагов просто уйму. Но не могло быть столько флагов у одного княжества. Ну, быть такого не могло. Понимаете? Это во-первых. Во-вторых, значит, эта ладонь, открытая ладонь на красном фоне, упоминается где-то уже, получается, Я достал одну, а где вторая? Что за шум там? На дискотеке был? Кто был на дискотеке?
Музыка, да. Как можем государство называть название? Мы как решили, что оно все-таки называлось абхазское? Но если ты будешь называть государство абхазским, в этом ничего плохого нет. А если грузинским? Тоже ничего плохого, правильно? Ну, по своему смыслу. Ну, то есть они, вот смотри, вот смотри, Денис, то есть общее, когда вот они расцвет, вот есть такое понятие «золотой век Грузии», да? Ребят, понимаете, вы должны понять все одну очень простую вещь. Это было государство, где правила династия. Да. И в этой династии под их подданство были разные народы. Абхазы, осетины, армяне, жители вот это Ширваншах и так далее. Это было многонациональное государство, в котором правили багратиты. Это было не национальное государство одних грузин, там, абхазов, армян и так далее. Поймите это уже наконец-то все. Да. Все должны понять. Мы это понимаем. Вот и все. Другие не понимают. Тут не надо спорить на эту тему. Это было государство. Ты знаешь, я вот, когда писал свою диссертационную работу, по крайней мере, развал этого государства, я его называю абхазским. Потому что оно действительно называлось абхазским по названию. Мы же понимаем, что по своему существу оно уже не было абхазским как таковым. Но оно так называлось по большому счету. Да. Это было многонациональное государство, в котором правила династия багратитов. В династии багратитов у них была царская армянская кровь, царская грузинская кровь, царская абхазская кровь. И все. Это не был национальным государством грузин. Почему здесь только одних грузин? Для абхазов он был абхазским государством. Для грузин он был грузинским. Вот каждый народ, который жил в этом государстве, каждый считал своим государством. Это было единое объединенное государство абхазов и грузинов и армян. И никаких споров, ничего не возникало, правильно? Нет, слушай, нет, я вас прошу, какой там эпоха феодализма, вообще о чем? И знаешь, я вообще не люблю эту тему этот спор, потому что в этом нет никакого смысла. Вот, кстати, Денис, у меня 2 дня... Гоша, по-братски, мы тут вопрос один задали, Денис не успел ответить. Давай, вот насчет упоминания флаги ладони ты не рассказал. Впервые упоминается... В 1380 году. Тогда еще Дадяни здесь не было. Уже были, но там дело в чем? Дело в том, что... Там проблема в источнике. Дело в том, что источник, на который опираются исследователи, просто у меня есть перевод с оригинала, кто писал этот материал, вообще по поводу этого флага, открытого правой ладони, да, он изображен на карте 1380 года. Но дело в том, что на карте он изображен где-то в горах Абхазии. Этот флаг. Начнем с этого. Горную территорию мигрировали, контролировали. Начнем с этого. Во-вторых, есть письменный источник. Но дело в том, что в письменный источник там обычно говорят, что тот, кто его написал, он был путешественником. Дело в том, что он не был на Кавказе. И если вы будете читать вот полностью весь вот оригинал, целиком будете читать, вы поймете, что во-первых, автор был мнимым путешественником. То есть он реально не путешествовал. Он просто взял разные источники и составил такое виртуальное путешествие по миру. Просто об этом почему-то все забывают. Видимо, потому что люди не знакомы с первоисточником. Просто я знаком, у меня есть перевод этого материала. Вот. И поэтому у автора, кто описывает страны Кавказа, кто описывает этот флаг, у него очень много путаницы по Кавказу. Поэтому, когда Мигрел говорит о том, что якобы это был флаг Мигрельского княжества, ты знаешь, это такая, знаешь, натягивается на глобус. Будем так говорить. Вот. Но, кстати, я, насколько знаю, есть один материал османский, где упоминается, что когда абхазы шли на пиратство, у них был именно этот флаг. Это так. В 1380 год, это же время правления Тамерлана, он же управлял тогда, вторгался в Грузию 8 раз. Было дело. Только не вторгался. До нас он не дошел. До нас же не дошел без... Нет, до территории Абхазии он не дошел. Нет. Именно я имею в виду именно саму территорию Абхазии он не охватил. Слишком узкое место между горой и морем и воинственные племена. Вот так же и Чингисхану сказали, когда он к Кипчакам шел.
Так что вот так. Ты что-то хотел сказать? Да, я хотел, Денис, вот смотри, у меня 2 дня странные споры, не споры, а вообще, вот я нашим соседям, братьям моим, вот хочу от них услышать ответ, они не хотят со мной говорить, говорят очередной бред. Вот скажи мне, пожалуйста, вот смотри, у каждого народа на Кавказе есть свои, так сказать, вот, братья. Ну, то есть братья и Меня уже смущает термин Стой, родственные народы. Вот смотри, есть родственные народы. Абхазо-адыгская языковая группа. Для абхазов родственный народ это кто? Черкесы, правильно? Да. Нахо-дагестанская группа. Для нахов кто является родственным народом? Это дагестанцы, правильно? Нахи, дагестанцы, правильно? Подожди. Дай я закончу. Нахи – это часть дагестанцев, чеченцы и ингуши. Да. Я сейчас закончу. Они друг другу являются родственными. А картвелам кто является родственными народами? Ну, ты когда говоришь картвелы, там 3 народа – сваны, мигрелы, картлицы. Подожди. Картвелам родственные народы являются лазы, мигрелы, сваны, правильно? Картлицы. Лазы, мигрелы – один народ. Кто входит? Лазы, мигрелы – это один народ, да, как абхазы и абази. В общем, мигрелы, сваны являются родственными народами с картвелами, правильно? Подожди. Послушай. Гоша, с картлицами. Я, ребята, кое-что объясню. Вот мы же, понимаете, в нашем случае не говорят нахо, дагестанцы, абхазы, адыги. Да. Например, скажем, есть славяне. Ты же не говоришь, с кем родственны славяне. Ну, русские, белорусы, украинцы, поляки и так далее. Здесь то же самое с картвелами. Ну, это же народы все-таки. Белорусы, украинцы, русские, это же разные народы. Это разные народы, но они родственны между собой. Их дали общее название. Вот о чем я и говорю. Значит, подожди, ты не должен говорить. В нашем случае решили назвать абхазо-адыгский народ. Могли бы, ты знаешь, вообще могли сказать черкесские народы. Так тоже можно сказать, а что, абхазы разве не назвали черкесами? Да. Я понял. Просто в науке закрепился на такой термин. Можно было вообще всех абхазов с адыгами назвать черкесские народы. Я понял. Ну вот я к чему клоню. Ты же понимаешь, что все-таки сваны и мигрелы это народ? Вот к чему я клоню. Еще раз. Картвелы это 3 народа. Да. Мигрелы с лазами это один народ. Сваны и картлицы, они родственные, они картвелы. Да. Что ты хочешь понять? Все, вот это я хочу от них узнать. Они говорят, нет. Ну что значит нет? Мы говорим картвельские народы. Почему тогда? Вот именно, мы говорим картвельская языковая семья. Мы говорим картвельские народы. Туда входят ученые, туда входят сваны, мигрелы, лазы. Ученые говорят. Не перебивай Дениса, пожалуйста. И ученые говорят, историки говорят, и все остальные. А они говорят нет. Ну как так? Ну послушай, вот Гоша, вот ребята, подождите. Да. Что вы хотите от сидящих здесь грузин, неучи, которые не знают свою историю? Блядь, все, Денис, убил, поставил точку, блядь, баста. Не, подождите. Вот вы знаете, я просто вот, давайте... 100%. Что вы хотите от грузина, вот, который... Я вот сейчас вот вечером заходил в Facebook, и мне в Фейсбуке, в моей группе Дамхурц, человек пишет, что до Российской империи, он мне говорит, что Хунгар принадлежал Мингрели. Ну, послушай, этот человек не учился в школе по истории. Порто-Мигрелико, да, Денис? Порто-Мигрелико или как? А над Кубанью висел мигрельский флаг. С кем вообще можно общаться? Вообще, вы знаете, я вообще в последнее время я же говорю, у тебя у себя в Телеграме или у себя в Фейсбуке, в Дамхурце, я что-то выложил, я вижу хотя бы одно кривое слово в свой адрес, я просто блокирую. Зачем слушать таких людей? Ну, послушайте, люди дубом, они свою историю в школе плохо учили, историю Абхазии, тем более не знают. С кем вы хотите общаться, разговаривать, я просто не могу понять. Вот знаете, люди заходят в Facebook, адекватные люди. Но я даже что-то выложу, меня начинают оскорблять, всякие гадости. Зачем с такими людьми общаться? Я просто согласен.
И все. Полностью согласен. А вот над Ребят, Кубанью вы знаете, тоже... есть, послушайте, есть наука, а вот то, что здесь в интернете люди глупости пишут, послушайте, во-первых, вы все рот не закройте, начнем с этого, это во-первых. Во-вторых, люди свою историю не знают, то, что история Абхазии. А то, что им там фантазируют себе в головах, ну, вы знаете, это никакого отношения к науке не имеет. Вот и все. Да. Поэтому, да, вы говорите, вот они сказали, кто они? Есть наука грузинская, вот, Да. академическая, официальная, вот их надо Да. читать. А то, что им там кто-то что-то в интернете говорит, послушайте, слушайте этот бред, ну, лично у меня нет никакого желания. Да. Бред Вот вы знаете, вот ты знаешь, Гош, вот у тебя Денис, или ты вот, Гош, ты же никому не докажешь, что тебя вот Гоша зовут, меня Денис зовут. Я же никому не доказываю, правда же? Мгм. Это из этой серии. Сейчас кому-то должен докажешь, что я есть, это я. Да, Глупость. А то, что там кто-то что-то говорит, послушайте, отправьте его к психиатру. да. Они же утверждали, что над Кубанью мингрельский флаг висел. Этот гений, Нобелевский лауреат. Послушайте, Малхат я же выпускал по поводу этого, вот этих флагов, что Да, касается. Я же вот здесь в ТикТоке выпускал видеоролик. Да. Правда, я их поудалял, потому что я хочу чуть-чуть по-другому Да. сделать. Вот. Во-первых, начнем с того, что, вы понимаете, этот человек, это Кенсурашвили, да, если не ошибаюсь, его фамилия, Да. этот человек не разбирается в картографии. Что вы от него... Вот вы знаете, человек глупости несет. Я вам серьезно говорю, этот человек несет глупости, этот человек не знает ни истории, он ничего не понимает в картографии, абсолютно он ноль в этом вопросе. Денис, С важным лицом зато. И в-третьих, вы должны понимать, что многие картографы, подавляющее большинство, которые рисовали эти карты, никогда на Кавказе не были слушать. Они рисовали со слов каких-то путешественников, каких-то купцов. Вы обратите внимание на ранние картографические, значит, эти материалы, неправильно нарисованные берега, города смещены что-то налево, что-то направо. Например, я хочу сказать, что вот где вот карта Джакомо Гастальди, например, скажем, там есть города Черкесии, смещенные в сторону Грузии. И понимаете, и люди вот это смотрят, они ничего не понимают в картографии, вот это они принимают за веру. Где Черкесия, где Грузия? В истории есть понятие, научный какой-то анализ всего этого, понимаете? Вы что думаете, что все, что нарисовано на карте, это что, правда, что ли, все? Понимаете? Вот и все. А люди, они в этом не разбираются, они понятия об этом вообще не имеют. Что вы от них хотите? Они свою историю, слушайте, не знают. Вы о чем, ребята? Денис, можно вопрос Не еще? портите себе нервы. Денис, можно еще вопрос? Вот тут я с адыгейцем парнем, он грузинский такой был парень, и он говорит, адыги, кабардинцы, вот все адыгейцы это черкесы. Я говорю, абхазы что, не черкесы? Общее название черкесов и абхазы, абазины туда входят. И он со мной спорил, что это не так. Да. Можно ли все абхазы, адыгские народы общим словом назвать черкесы? Вот это мне, вот вы упомянули как-то, можно вы уточните вот этот вопрос? Ну, смотри. На сегодняшний день, конечно же, к термину черкесы и абхаз уже не относятся. Я вам так скажу, вот если вы возьмете материалы там раннего периода, например, у меня вот здесь есть материал, написанный в Германии черкесом, Айтека Намитока, если не ошибаюсь, фамилия этого черкеса. Он писал, что, сам будучи черкесом, он писал, что черкесы делятся на 3 народа. Это абхазы, это, значит, убыхи, да, он писал, и сами черкесы. То есть в старые времена зачастую, по словам черкес, понимали адыгов вместе с абхазами. Да. То есть это имело место быть просто. Да, конечно. То есть такое реально имело место быть. Сейчас можно ли общим названием назвать абхазо-адыгские народы? Общим названием черкесы? Секундочку, Ну, сегодня можно? так сложилось, что уже, наверное, нет. Нет, да? Ты понимаешь? Я извиняюсь, ребята, просто- можно я в чат просто обращусь? называют Пожалуйста, подождите. Нас 110 человек смотрит, ребята. Я спасибо всем за то, что не оскорбляете. Ребята с Грузии, пишите на доступном языке. Модераторы вас будут отключать. Сначала, ребята, отключаем на 2 минуты. Если не понимают, отключаем на 5 минут. Если нет, то на ПЖ. Слушайте, не Это надо во-первых. никого терпеть. Кривое слово сказали в Да, банк. да, не, имею в виду на доступном. Я- Кто-то пишет мат, вообще удаляем. Они все знают. Я на Это во-первых. только так и Второе. делаю. Хватит слушать, Да. знаете, Второе это- хочу это- сказать, ребята, это момент. адекватные. Добавляйтесь, пожалуйста, в эфир, ребята с Грузии, адекватные ребята, пожалуйста. Мы будем рады, если вы подниметесь. Только, ребята, адекватные, поднимайтесь, потому что нецензурная брань не приветствуется. То есть только логическое общение без мата. Это второе. А третье, Денис, помнишь,
когда, как тиктоковская стрелка у нас была, когда Дениса нам, короче, сказали, будет историк. Как там было, Денис, суперисторик, кандидат исторических наук. Короче, помню эту такой преподнес, мингрельский фарс я называю. Короче, Денис, бедный, там книги, какая тема, заранее обсудили тему. Что за тема там была, не помню, но Денис подготовился. И историк пришел. Ну вот я, по сравнению с ним, я конкретный историк. И Денис его вообще раз, два, два-три слова. Как это, знаешь, фильм «Легенда», когда он говорит, мы пришли на реальную разборку, а здесь, говорит, какие-то пекари, говорит, пришли. И сильное, что я из всего разговора запомнил, без вот это «Порто Мигрелика». Мигрелия была да туапсе. Помнишь, Денис? Да, над Геленджиком, Михайловский флаг. Не, туапсе, говорит. Ну вот смотрите, я по поводу предыдущего вопроса вытащил книгу Айтека Намитока «Происхождение черкесов» называется, но было написано за рубежом, потом перевели на русский язык. Смотрите, что он пишет. И лишь сочетая два последних метода, можно разделить черкесов в самом широком, вдумайтесь, в широком смысле этого термина на три группы. Собственно, черкесы, которые называют себя общим именем адыги, убыхи, которые притязают на имя адыги, но более чем ощутимо отличаются от предыдущих своим языком. Третья абхазо-абазская группа, он пишет. Это так, ответ на ваш вопрос. Спасибо. Что-то новое есть, Денис, какие-то новые данные, новые источники, что вы можете озвучить, хотя что не можете, не надо. Я ничего вам пока не могу озвучить. Но они есть? Денис, такой вопрос. А вот эта прекрасная передача, которая была... Кстати, ребята, всем советую, вне зависимости от ваших политических взглядов, посмотреть серию передач про реки Абхазии. Очень интересные передачи. Ребята, всем советую. Честно скажу, очень такой материал интересный. Там ничего политического нету. Еще раз говорю, это чистая история. Очень интересные вещи про там с историческими данными. Будут ли такие серии передач? Будут еще, Денис? Там, может, не про реки, про озера. Значит, я вам так скажу. Да. Эту передачу конкретно придумала наша, мною очень уважаемая, наша замечательная Виола Кокоскир. Это была ее идея. И чтобы вы понимали, вообще у нас была с ней встреча, мы эту тему обговаривали именно при ее в таком, будем так говорить, очень сильном желании. В общем, мы добились, чтобы сняли там 8 фильмов. Я снимался только в одной серии, это по поводу Киласур. Вот. Очень хорошие действительно документальные фильмы. Кстати, есть отдельный канал «Реки Абхазии» называется. Это канал Абаза ТВ, но он отдельный YouTube-канал. Зайдите, посмотрите. Я думаю, кого интересует гидронимы Абхазии, их названия, история, связанная с этими реками. «Реки Абхазии», там 8 серий. Посмотрите, я думаю, вам будет интересно. Так что в этом плане Виола молодец. Денис, интересно, если бы это продолжилось как-то бы в каком-нибудь еще формате. Нет, мы завершили этот проект. Я понял. Я понял, что это там... Посмотрите, ребята, честно, там видно, что это не дешевый проект. Я понимаю, Денис, что это стоит серьезных денег, и таких денег, к сожалению, не выделяются. Вот на что нужно, не выделяют деньги. Выделяют деньги на какие-то вечеринки. Я вам хочу сказать, что вы понимали, эти фильмы снимались долго, около года. Я знаю, Денис, там видно, там и продакшн, и все остальное, все видно. Все в серии этих фильмов видно, куда вложены деньги, да, там немалые деньги. Да, например, скажем, дроны, не дроны, там, да. Но я конкретно принимал участие в составлении текста и снятия Киласур, а Гумистая я принял частичное участие, я поднял ребят, и где мы коптером снимали, я им показал, где находится крепость Уазаба. Там очень красиво. Когда снимали, меня попросили, я повез, значит, операторов, кто-то все снимал.
Там, конечно, очень-очень красиво на самом деле. Там, Я там бы, на если Лазабака честно, стоит каньон, там пещера, из пещеры выходит река и падает водопадом, Ацбе называется. да, да. Я бы вот посмотрел бы, знаешь, какие вот кто-нибудь бы снял бы серию передач про пещеры. Вот первое, это вот про пещеры Абхазии, начиная вот от Вороньи, да, там и Крубера, там и про Новоафонский, ну вообще про сеть, про вот эту большую сеть пещер в нашей республике. На столь маленькой территории, да, Денис, Абхазия, небольшая территория. Вот именно скопление стольких пещер на одной маленькой Абхазии, вот меня очень сильно удивляет. То есть таким не могут похвастаться большие страны в мире с такими. А знаешь, в чем секрет? Вот Второе место в интересно, Европе. да. А знаешь, почему так много пещер в Абхазии? Молодые горы. Порода. У нас горы известняковые. Ну, Потому- Убивается, да. Да. У нас еще самая короткая река в мире, самая чистая Ну река. да. Хапривеш. Да. А почему, кстати, ее Репруа называют? Потому что в русском языке нет звука хапривеш. Ага, всё понял. Понимаешь? Опять мы должны были подстроиться, да, как я понял? А зачем подстраивается? Я просто говорю хапривеш. А кое-кто от зависти умрет. Кстати, вы тут сказали по поводу пещеры. У меня вот такая книжка, вот. А Такая ну-ка, книжка. ну-ка. Я эту книжку выкупил на аукционе в России. Да ты что? Да. И что там? Это раритет, Подожди, это книжка раритет прочитай. сегодня. Не вижу, Денис, не вижу просто. Это, ну, тут название, знаешь, что... это, Пещеры Абхазии или как с она надписью. называется? Называется «Новоафонская пещерная система». Ага. Вот. Ну, Это ладно. старая книжка, автор этой книги лично участвовал в открытии Новоафонской пещеры. Ага. Это раритетная книга, сегодня ты его уже не достанешь, его уже нигде нет. Но я на аукционе увидел и выкупил его за определенную сумму денег. Вот. Выхватил, как говорится. Ну, слушай, ты знаешь, как я вот, ходя на аукционе, не выкупил немало книг. Да, А мы, что? я знаю. Опять-таки, ты знаешь, все зависит от того, что ты можешь купить, потому что там есть очень дорогие книги. Я тебе скажу, я, например, на аукционе увидел книгу Мачаваряни по Сухумскому округу. 115 тысяч стоит, ребята. Охренеть. Это И очень она, крутые наверное, книги. там в единственном экземпляре, да? Да, позволить себе, конечно, я такой не могу себе. Вот. А вот, Еще есть допустим, вот такая- в электронных... Еще есть вот такая вот Денис, книжка Абхазия, вот тоже, Катя, раритетная, вообще вот тоже в интернете нет, очень интересно. Денис, а в электронных носителях их нету, да, чтобы прочитать, чтобы Ну, книга Мачаваряни есть, но ты знаешь, одно дело в электронной версии, Не, а другое это дело в понятно. бумажной версии. Денис, Это Денис, вопрос понятно. такой, это ваша специфика или нет, не знаю. Вот появление фамилий в Абхазии, понятно, у аристократов раньше, там, у крестьян раньше, но когда, какими веками это можно зафиксировать? Кстати, да, Это интересно. ваша специфика? Да. Я занимаюсь антропогенией Абхазии, уже неоднократно об этом говорил. Да. Извините, все. Денис, понял. а еще так вот, кстати, касаемо фамилии, ты не занимаешься? Вот частый вопрос. Какая фамилия была у Леона II? Ачка. Я тебе скажу, ученые предполагают, что это все-таки фамилия Ачпа. Ну, а почему есть еще разные споры? В смысле, какие споры? Нет, Ну, больше есть, споров нету там. Ачба и Ло, правильно, Денис? Ло Да. тоже к ним как-то относится. Это одни корни фамилии имеет, правильно? Ачба и Ло. Да, все верно. Все. Ну, был такой Алло Ачпа. Так что, ну, кто-то подошел от имени пошло, у кого-то фамилия, а у кого-то от самой фамилии. Ну, слушайте, во Я многих странах больше, мира кстати, фамилии же пошли от имен. Денис, я, кстати, больше переквалифицировался. Больше начал, знаешь, что изучать? Мистику в Абхазии. А ее, оказывается, у нас очень много, ребята, мистических моментов в Республике Абхазия, начиная от Зены. Все, кто не знает про Зеночку. А? Слушай, это вообще Да. выдумка. Королева воинов. Нет, не королева воинов. Это все Все-таки фантазия. нет, ну как, подожди, Денис. Есть продолжители рода этого существа, так скажем. Есть.
Слушай, я тебе больше Снежные скажу. Я женщины общался с имеют в виду. генетиком, который делал анализы этой Да. и так далее. Во-первых, И? никакой не дикий человек. Это все фантазия, выдумка местных людей. Окей. Вот. А почему отличается у этого фантазийного человека? Ну, послушай, Нет. послушай, Гош. Да. Людям Хотя... иногда очень характерно фантазировать. Во-первых. Во-вторых, она была Кайфоломщик ты, африканкой. вот во-вторых, скажи. Она была африканкой. Вот в Абхазии, помните историю с африканцами? Да. Абхазами? Она была африканкой. Она ушла в лес. Я сейчас не хочу эту тему здесь поднимать. Все, я понял, я знаю эту теорию. Это не теория, я хочу сказать, что я общался с генетиком, с человеком, который делал анализы. Она африканка. Да. Ребята, Ой, это чисто уже бытовой понятно. вымысел. А Вы знаете, Карчвелла не иногда, а очень часто Вы хочется знаете, фантазиями жить. Да, это вы знаете, на что похоже? Помните историю со Смитским? Да. Нет. Якобы его жена болела туберкулезом или дочка болела. Да. Он для него построил... там, Это про комнаты, там 365 Ну, комнат. послушайте, ребят, вот вы понимаете, но это чистой водой вымысел. Это Ну, неправда. интересно же вымысел. Исторически. Нет, послушай, Гоша, проблема знаешь, в чем Нет, заключается? нет, с точки зрения экскурсий, там вот этого всего же интересно. Даже я сейчас не говорю об экскурсии, я говорю о том, что многие наши местные жители реально в это верят. У меня был случай, да, человек говорил, пытался мне доказать, что они говорят, да нет, вы не правы, у него жена болела, то он построил дворец. Послушайте, я говорю, это сами нести глупость. Ну, это красивая история. Денис, секунду. Вот так история с Заной то же самое. Денис, Понимаете, люди фантазируют себе. Денис, Она же, секунду. что говорит, ты сюда, вот так, понимаешь, это записи. Ора, Зачем? ты говоришь, фантазируют. Ёпта, ты представляешь? Вот мой брат, бля, мы выросли, блядь, родились, выросли в этом Зыбском ущелье. Он мне доказывает, что эту дорогу пленные немцы построили. Я говорю, эй, в каком году построили заповедник Рицу, в каком году? Он говорит, сидит репу чешет. Ну, 30-е годы. Я говорю, эй, 30-е годы, какие пленные немцы с Первой мировой войны? Да, видимо. Я говорю, с Первой мировой? Ну как тогда? Говорит, ура, ну немцы же, вон, прощай, родина же есть, где, говорит, их выбросили. Я говорю, да, есть, говорю, там вместе с твоими мозгами их тоже выбросили. Вот клянусь, человеку бей, ну верит в это. Не, послушай, с другой стороны, он в чем виноват? Потому что вот ты открой интернет. Я вам хочу сказать, что на самом деле, что касается по поводу дороги Новозиарица, даже в России есть газеты, ну, серьезные газеты, которые реально это вот такое писали. Да. Понимаете? Во-первых, вы знаете, что касается по поводу дороги Новозиарица, давайте мы с вами не будем умилять работу наших с вами старших. Начнем с того, что в постройке дороги Новозиарица принимали непосредственно абхазы. Начнем с этого. Их имена, фамилии известны. Строила дорогу Новозиарица, построила организация Цурдотранс. Они начали строить с 1932 года. В 1935 году Цурдотранс переименовали в Гушустар МВД СССР. И в 1936 году дорогу туда достроили. Строили советские рабочие. Кстати, ты знаешь, когда тебе такое будут говорить, вот если ты обращал, Гоша, внимание, когда ты едешь, начиная от озера Цюна в сторону Югшанского каньона, там ты проезжаешь первый туннель после Цюна, озера, то, что голубой называют. Потом на втором туннеле там значок московского метро. Да, есть там, метрополитен там. Потому что все их там 5 туннелей, их строили работники московского метростроя. И в памяти себе они изобразили значок буква «М». Это называется, Денис, это называется портал. Вот где портал начинается, въезжаешь в тоннель сверху, портал. Ну, это, на фасаде, на передней части, Да, портал. Да. Вход, въезд в тоннель, московского короче. метро. Да, и ты знаешь, когда мне вот такие вещи по поводу немцев говорят, я говорю, это что? Я же тебе даже рассказывал, у нас дома
у нас дома был артефакт. Эту дорогу, когда строили, там мой, получается, дед, наверное, или, да, дед 26-го года, ну, скорее всего, деда-отец, стырил оттуда эти не вагонетки, а чем это подвозили материал, как он Ну, называется? понятно. Тачка или арба, как она. Ну, в общем, она у нас долгое время сохранена. Кстати, еще, вообще Бзыцкое ущелье очень интересно на артефакты, не исторические, наверное, скорее всего, потому что исторически там, скорее всего, только средние века, да, наверное? Средние века. Ну, там обнаружили захоронение большого человека, и там еще, ну, вот это крепость. Да, там есть стоянки первобытного человека. Это ты имеешь в виду Випсы. Да. Потом... И там еще две крепости, один Азант, другой Хапа. Да, вот, кстати, вот эта Как крепость... называется вторая? Так? Хапа. Вот смотри, кстати, кто Произвести ехал на такие Рицу, обратите внимание, когда вы будете ехать на Рицу, проезжая, вы уже проехали ну только начало дороги проезжаете, получается, вот Калдахварский мост проехали, вот эти дома справа проехали, не доезжая Девичьих слез, по правой стороне через реку вы увидите, там есть пещера большая. Не обращали внимания? Жиргра и Хапы. Как? Жиргра и Хапы называется. Она, говорят, что она очень большая, просто она завалена. Завалена, как говорят, мы мелкие были, лазили, там только не совсем там внутрь. Ну, 16 метров, если не ошибаюсь. Она, у нее большой вход, и там дальше в глубину она завалена. Но завалена она не природным, а говорят, что искусственно завалили ее. Ну и фантастические фильмы рассказывают, что через эту пещеру можно выйти в Афоне. Это такой вариант из фэнтези. И, кстати, еще есть крепость там. Обращал внимание, на крепость? Когда едешь, не доезжая Девичьих слез, с правой стороны крепость. Сеть крепостей была, Денис, да? Там не одна, Да. не две крепости, там в сторону Северного Ну, Кавказа. там осталось видно только одну сторожевую башню. Вот, кстати, чьи они были? Кто-то говорит, Иналыповский. Что? Не, налыповцы туда позже пришли. Крепости, вот эти сторожевые. Налыповцы позже туда пришли. Крепость принадлежала роду Иналыпа. Они Иналыпов, позже нет. туда пришли, сам Мамо, Иналыпа пишет мамо. об этом. Мамо, Сам это... Иналыпа пишет, что они пришли туда позже. Я знаю, что это Подожди крепость. секунду, это обсны. Вот это храм, начиная храм Иналыповский, храм 9 века, он, по-моему, тоже Иналыповский. И вот эти сторожевые башни тоже Иналыповские. Сам Иналыпа пишет, что они пришли Ну, туда не позже. знаю. Эти крепости уже там стояли, там совсем другая фамилия. Да, смотрите, да, все верно. Туда Иналыповцы пришли позже, но в самом конце своей истории это, ну, крепость уже принадлежала роду Иналыпа. Это правда. Да. А вот эти сторожевые башни, Денис, они докуда идут? Какие сторожевые башни? Ну вот про которые я и говорю, когда ты едешь, вот опять же начинаешь подъем, вот ты повернул, да, проехал крепость, едешь, дома проезжаешь, и справа после пещеры есть сторожевая башня стоит. Не обращал внимания с правой стороны через речку? Я там такого что-то не видел. Как не видел? Вот ты просто еще раз объясняю. Как пещера такая есть там. Не это пещеру ты проехал, и справа есть башня сторожевая, каменная, высокая башня. Да, я помню. Ну что с вами, ребята? Ну дальше, да, чуть дальше там. Ну вот Ущельский пацан тоже. Какой-то, ну не доезжая 5-го километра этот Гио, не доезжая 5-го. Это башня. Сторожевая каменная башня. Подождите. Это не доезжая до водопада или после водопада? Вот, после Кедровой рощи. До водопада. Господи. Ну, слушай, это не 5-й километр, там больше. Это ты имеешь в виду крепость Азанта. Как? Азанта. Вот кому она принадлежала? Азанта, добрый вечер всем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Кстати, очень многие эту крепость называют Хасан-Таба. Но я вам так скажу, вот я сколько копался в архивах, самое раннее название записано со слов жителей села Калдахвара Азанта. Принадлежала 30-е годы, в
цель ее строительства и кому принадлежала? Ну, неизвестно, у нас это эпоха Абхазского царства, у нас во всех ущельях такие башни стоят, это не только там, оно везде есть. Да. Для охраны дороги. То есть это вот это сторожевые башни, где поджигали огонь, получается, или нет? Ну, есть такая версия, так гипотеза, ну, чтобы вы знали, у нас во всех ущельях Торговый путь Азии шел, есть правильно? такие Там крепости. какой-то торговый путь шел, да, правильно, Денис? А? Там торговый путь шел через Бзыбское ущелье. да. Ну, Это ты правда? знаешь, это, Ну так говорят, а по факту... ну, так скажем. говорят. Значит, я вам скажу, до начала строительства дороги на озере Рица Мгм. в свое время туда собрался один топограф. Он собрал абхазов, села Колдохвара и направился наверх. У меня есть запись его здесь вот в электронной версии на компьютере. И он со слов жителей нынешнего же Бзыбта, получается, Колдохвара, он пишет, что они его называют Азанта. Абгархук такая же башня. Но Абгархук это Набухамца называется. У нас во всех ущельях Абхазии в эпоху Абхазского царства строили такие башни и сторожевые башни, потому что в эпоху Абхазского царства иногда с Северного Кавказа могло происходить нападение на абхазов. Поэтому они вот такие башни. Оно есть везде, кстати. В Абгархуке есть где-то ущелье, вот Абста. По дороге на озере Рица в Бзыбском ущелье есть. В Гумисинском ущелье две даже стоят такие. Один называется, У нас господи, Хахандат. гунс называется. поднялся. Вазаба называется, на другой стороне есть Абыдзе называется крепость. Паттерсон. Вы с какой... Здравствуйте. 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 Вы к нам с какой целью? Ну, я Шапсук. Ага. Дай бог Очень здоровья. приятно, очень, Полное очень. право имею Очень приятно. поинтересоваться. Как? Все очень приятно А вы где познакомиться. Как звать вас, Шапсук? Меня Аслан зовут, Аслан. Очень приятно, очень приятно. А вы где живете? Я сейчас в Дубае. Ух ты. О, Ну, давно живу, давно. Так, как у вас обстановка? Спасибо, все хорошо. Экономика. Не, хорошо не может быть. Экономика там. Движемся порядок, потихоньку к хорошему. закон, порядок. А почему вы считаете, что хорошо не может быть? Вы знаете, ну, опять-таки, знаете, это каждый человек, как это все воспринимает. И, конечно, хочется лучшего, но, извините, все описывать в черно-белых тонах тоже не имею желания, потому что не считаю, что это... Я был в Абхазии последний раз 30-40 лет назад. Тогда было очень хорошо. Сейчас смотришь, немножко не так, конечно. Ну, и сейчас, к сожалению, везде не так. Да. К большому сожалению. Что делать? Потихоньку развиваемся, потихоньку Я вам развиваемся, скажу. идем к хорошему. Я, кстати, Вашего бывал... позволения, ребята, Я бывал в скажу, Шапсугах, кстати. конечно, Шапсуги хорошие, добряки такие. Шапсуги очень интересные люди, шапсуги. Братья наши кровные. Я бывал в гостях у шапсугов, был где тюльпановое дерево, их священное дерево, и нас там у угощали нас в чаем Сочи, своим. тоже шапсуги живут. Лазаревский район. Лазаревский район, поселок Кичмай, Головинка, Кичмай. Они Ой, там живут. Кочмай, там. Да. Но, Да, большой, малый вот это Кочмай. название Лазаревский меня Ну, на нервы это сильно действует. имперское время. Но там есть, смотри, топонимы старые тоже наши остались. Там есть. Ну, конечно же, после того, как русско-кавказская война была проиграна, поменяли название Зубовый, А у вас, Яковлевич. а вы армянин, наверное, да? Не. Мы абхазы. Абхаз? Ну, конечно. Понятно. Так, когда соединимся с Кубанью, с Черкесией, Хороший вопрос. чтобы избавиться от этой мути, всей мути. Уже Ты один можешь раз себе попробовали. представить? Слышь, вы можете себе представить? Вот сейчас, так, в 60-м году я пошел в первый класс. Вот как и у каждого две дедушки, две бабушки, да, у всех.
обычно. По матери и по отцу. Да. Тогда, в 60-х годах, в домиках жили глиняных, я не знаю, как по-русски называется, крышу стелили там Да. каким-то материалом, косили где-то там за аулом там. Ну, короче, смотри, я как сегодня вспоминаю 60-е годы, у одного деда, ну, где я жил, допустим, по отцу, яблоки, несколько сортов, груши, сливы, несколько сортов, персики, абрикосы, там барашки, коровы, курицы, индюки, яйца. Яблоки такие пахли, прямо это, запах такой натуральный, никакой химии не было. Потом несколько ульев, где дед, короче, пасека, где мед делал. Ну, мед столько мы же не могли это покушать никак. Где, Аслан, вот вы рассказываете, это где вы жили? Это под Краснодаром прямо 25 километров где-то. Аулы есть шапсузские. Афи, Псип, Псейтук, Панахестом. Ну, короче, все, что хочешь. Дед отвозил в Новороссийск, там продавал часть, ну, которая нам... продукцию, да, продавал. И? Все, что хочешь. Сметану каждый день свежего молока. И у того деда то же самое. Заходишь, то же самое. Там черешня, вишня, фундук, грецкий орех. Все, что хочешь в саду. А сейчас какие-то времена, елки, как вспомнишь это, как деликатесы все это считается, что я называю там. Ну да. Это в Черешня каждом... стоит, почку продать, можно почку и черешню купить килограмм. Да. В каждом дворе так было. В каждом Объясните дворе. мне, пожалуйста, просто кто-то, почему, вот я люблю очень сильно черешню, вот клянусь, люблю. Почему черешня стоит, ну вот как грамм золота черешня стоит, как индийский слон. Хотя эта черешня у нас растет. Да, я смотрел, вот честно, задался Денис вот такой задачей, да. Надо было, просто вот поленился. Когда я задумался, уже бы, кстати, урожай собирал бы. Вот первый урожай дерево дает через 3-4 года, прикиньте. Да. Это шикарно. Но Все есть у нас, она все у есть. нас, она не черешня-то не привередливая там. Да, надо подлечить вовремя, подкормить, как обычные, ну, в принципе, фруктовые деревья. Но цена, откуда такое ценообразование, в А ты конце знаешь, в чем концов? дело? Ты посмотри, какие деревья уже старые. Угу. Начнем с этого. Вы знаете, все надо обновлять. Конечно. А мы как? Вот человек посадил дерево, да, он там... До чипу будет, до чипу. Уже десятками лет Да, уже да, такое да, дерево, да, кое-как какие-то там плоды уже мало дает. Надо все обновлять. Слушайте, дерево как человек, тоже посадил, вырастает, умирает. Да. Потом вы не забывайте, что очень много болезней пошло сейчас. Конечно, очень много болезней, непонятных Много жуков, чего насекомых, кого хочешь. В твоих краях, Гоша, с самшитом что случилось? Вообще убили. Этот мраморный жук вообще что творит с одной стороны. Самшит это моя боль, знаешь, Денис? Самшит это моя боль. Возможности нету у людей просто, видимо. Самшит это, я еще раз говорю, моя большая боль. Это дерево самшит очень растет, оно в год там на несколько сантиметров. И вот так его уничтожить, честно сказать, очень жаль, очень. А послевоенное время, кто помнит, и вот так вывозили с ущелья. Да вообще очень много деревьев. Вроде бы, да, знаешь, как бы смотри, они нам помогали, турки, да. Грех сейчас сказать, что там, да,
Мы не бесплатно они нам помогали. Но это единственные, кто нам гуманитарную помощь привозили. Но привозя гуманитарную помощь, мы прекрасно помним, что они увозили. Помнишь, кто? Я даже вам... Ну, слушай, за все надо платить. Ну, конечно. А ты Я как даже, знаешь, что скажу? Они увозили щебенку с пляжа. Вот я помню, мелкий был, я говорю, а зачем они кому возят это, гальку? Гальку вывозили, гальку. Гальку уводили с пляжей, деревья, с парков, вот эти, ну, много чего. Металл, вот сколько только металла они вывезли с Абхазии. Помните? Да. И привозили нам маргарин Рама. Кто помнит маргарин Рама? Да. Это капец. Так, продолжим даже наши, пока Дениса мы поймали, наши интересные вопросы Дениса. Пока Дениса поймали, надо выжать его как лимон. Так что касаемо вот передач, да, Денис, то, что мы говорили, да, если вот, допустим, найти хорошего спонсора, сможем мы вот серию передач, вот, допустим, я говорю, про пещеры было бы неплохо. И вот моя мечта, наверное, посмотреть серию передач про каждый город Абхазии и про их достопримечательности архитектурного плана. Именно передача архитектурной Абхазии. Это с храмовыми комплексами, это с домами отдыха. И вот это все, вот это показать и рассказать. Это моя мечта, наверное, про все городах, начиная с имперского времени, советского. Слушай, вот эти... Сейчас, секунду. Слушай, Гош, я это все понимаю. Да. Были бы деньги, все. Да, вот капец. Это деньги надо зарабатывать. А как это зарабатывать? такой крутой... Сейчас, секунду, Деньги дядька. надо заработать, да. Дяхан, это не то, что деньги заработать, это деньги вкладываются в развитие, это деньги должно государство выделять на такие проекты, понимаешь? Это мы не говорим про бизнес, это не бизнес, с этого не заработаешь. Это именно для нас, для гостей, для местных, для детей, для просто людей, которые сегодня современный мир, все люди смотрят не в интернете. И вот снять в Гагре, начать с Гагры, да, там, это дом принца, так, ты просто представляешь, у нас есть принцевская архитектура, принцевская, там дальше Или в модерн Сухума, называется. представляешь, набережная. Вот теперь такой вопрос, Денис, к тебе. Вот сегодня очень серьезный бум подняла набережная, да? На набережной обнаружили вот эти исторические, вот эти, как это, археологический пласт. А вот скажи, пожалуйста, а до этого никто не знал, что там такое есть? Вот как? До того, пока не копнули, никто не знал, что там реально это есть? Ну, там много чего есть. У вас пещеры есть Ну, тоже, да? имею в виду, Денис, подождите, Слава, никто не знал об этом, что оно там существует? Ну, не поверю, чтобы не знали, что там этого нет. Нет, то, что там, естественно, было что искать, об этом знали ученые, но в советское время все это загнали под бетон. Ну да. Ну там. А захоронение, Денис, там откуда? Это кладбище или просто какие-то... Я тебе скажу, уже обнаружен 20 с чем-то захоронения. О, так это получается какое-то кладбище там, что ли, или что? Ну, слушай, это крепость. Я понял. А вы по-русски говорите, что, абхазский не знаете, что ли, между собой? Эта по-русски? крепость была еще за времен. Я могу перейти на абхазский язык, но ты ничего не поймешь. Абзду, папсо, вара, дяхан, дурма, апсо. Давайте по-абхазски говорить, может, дядька тоже знает. Не, я же говорю, я могу перейти на Давай, абхазский Денис, язык, давай если вы поговорим понимаете по-братски, абхазский. говори на абхазском. Абшердрома. Понятно. Ну, не... Говори Вы знаете, по-братски. Вот, вы знаете, пожалуйста, что- Денис, чай слушала. Нет, я могу вести эфир, вообще могу общаться только на абхазском языке. Просто дело в том, что у нас не только не абхазский язык. Сейчас вот вы сидите, нас слушаете. Я перейду на абхазский, вы ничего Нас не 100 поймете. человек в эфире во-вторых, сидит. Да, во-вторых, это, наверное, будет некрасиво с моей стороны. Сейчас я буду вот говорить на абхазском языке, а кто-то хочет послушать, и никто ничего не поймет. Это же вопрос этики культуры, поэтому мне ваш вопрос кажется очень странным. А так, конечно, мы обсуждаем сырвет. Не, я просто думал... Так что вот так вот.
Пещеры есть у вас? Да, конечно, есть. У нас на территории Абхазии находится 4 самые глубочайшие пещеры в мире. Я первый раз в жизни увидел находится в пещеру Абхазии. одну большую в Грузии. Смотри. В Грузии вот. Алиса, скажи, пожалуйста, где находится самая глубокая пещера в мире? Варагоша, какая Алиса? Самая глубокая пещера в мире – Крубера в Абхазии. Ее глубина – 2224 метра. А? Яха. Ну, у нас покруче Алисы. Вот сидит Денис Гопя. Покруче Алисы. На территории Абхазии находятся 2 глубочайшие пещеры в мире. Ага. Первая пещера это, во-первых, не Крубера, а Зоу называется. Почему, кстати, вот Зол, Денис, ты, кстати, не первый Потому раз слышишь. что Зоу Хёдан, там, где он жил наверху, от него идет название горы и название пещеры. Называется это Зоу Атыша. Давайте говорить правильно. Вы знаете, когда я читаю сюжет, правильно? меня немножко раздражают все эти названия. Вы знаете, потому что мы теряем, потому что топонимы, гидронимы это тоже наша история. Во-первых, не Крубера Воронья, а Зоу называется эта пещера. Начнем с этого. Вот. Ну, во-первых, глубина 2244 метра. Вот. Вторая пещера Аджиматыша называется, находится рядом с пещерой Зоу. Вертикальный Это спуск Воронья, вниз. как правильно, да? Как Да, правильно. вертикальный спуск вниз 2212 метров. Блин, у меня совсем голос потерялся. ёб твою. Сколько еще раз Денис Воронья? правда, странно. Зоу Атыша называется. Кстати, там же проводили вот этот эксперимент с краской эксперимент, Да, правильно? я вам скажу, значит, в прошлом... Где она выходила? Позапрошлом году, если не ошибаюсь, да, позапрошлый год, значит, что, привет. значит, смотрите, там 2 ветки, там подземная, ну, пещерная подземная река, и оно 2 ветками уходит на юг, одна ветка, вторая ветка уходит на восток. Та ветка, которая уходит на юг, она выходит в виде реки Хапреш, рядом с Гагрой. Вторая ветка выходит, значит, господи, на дне озера Цхюна. Или Цхюна. Это где это озеро? Говорю, ты в Дзипте же живешь. Это ты Дзипское голубое так называешься, я понял. То, что называют голубой, его Я понял, название понял. Слушай, а там, да, кстати, вот эта теория, и тогда же погружали батискаф, что там, да, под голубым озером Вот там система выходит- пещер, да. Да-да-да. Вот там и выходит одна из веток. А ты представляешь, откуда она и куда приходит? А значит, есть соединение этих пещер, Да, получается. да. Ты знаешь, почему называется? Почему? Ну, по-русски Цхуна говорят, или Цхуна, Цхуна правильно, потому что озеро находится у подножия голой скалы. На абхазском языке голая, это Цхюрроб. От названия Цхюрроб голое происходит название озера. Я понял. Так что Ну, а оно же элементарно, Ватсон. элементарно. Вот смотри сюда, вообще есть такая теория, я вообще вот люблю смотреть вот эти вот все спилио вот эти моменты, прям интересно мне. Ну, конечно, с моим позом спелеологией заниматься, я там застряну где-нибудь, какой-нибудь. Но есть такая теория, Денис, кстати, что наши все пещеры имеют между собой, они имеют, то есть, как это сказать, то есть, они пересекаются. То есть, есть проходы. Во-первых, не все пещеры, начнем с этого. Ну, в основном, то есть, вот как ты говоришь, Даже там... не в основном. Гагарские хребты, ты не забываешь, у нас есть хребты, и под каждым хребтом есть пещеры. Да. Ясное дело, что на хребтах по отдельности они между собой могут иметь связь. Это другой вопрос. Ну, Это аэропорт работает у вас? Нет? Да, конечно, работает. Открыт с прошлого года, с 1 мая до 5 года. угу. А куда рейсы есть? В разных городах России. Внутри страны. Гагра, Гудаута там летает. Наши самолеты летают в разные города России. Россия только. Пока только Россия. Только Россия. Пока только Да, Россия. конечно, туристы, там же туристы ездят, полетают из России. А почему с Турцией, допустим, с другими странами? Потому что международное сообщество не Абхазия хочет нас частично пока признанное государство. Вот и все. не обращает на них. Частично признанная республика, потому что мировое сообщество пока не хочет с нами, понимаете, сотрудничать, иметь с нами дела. Но это, то есть пока
Это, то есть, А потом маленький видно будет, как жизнь пойдет. промежуток времени. Нам надо подождать. Вот, допустим, в том году, да и не только в том году, у нас очень много было международных обозревателей. Кстати, Денис, вот выборы, когда были, у нас были вот эти, приезжали со Ну, всего слушай, мира. ты знаешь, на это не стоит обращать внимание. Не-не-не, я сейчас вообще не Я про понял это. то, о чем ты Так, а говоришь. но это- сколько ждать? Не, смотри, Денис, не об этом. Я просто общаюсь с ними не о политике, не о выборах. Просто разговаривая с испанцем, Нет, французом. тут человек задает вопрос. Какой сколько ждать? вопрос? Ну, Что? мы же не Нострадамусы. А, Вот Сейчас вы задаете вопрос, Трампа, будто мы в будущее можем посмотреть, что там будет. сейчас Трампа переизберут и все, нас тоже. как бы. Трампа не переизберут. И у нас тоже все будет четко. Мы сейчас чисто от Трампа двигаемся. Ты на Дяхан. Трампа надеешься. Дяхан, потому что у нас соседи есть восточные там. Понимаешь, у нас с ними вопрос нерешенный. Вот как с ними решим вопрос, так и все будет. Это Понимаешь? грузины, что ли? Ну да. А надо решить с ними как-то. Ну а как они не хотят, дядька, никак не хотят. А ну как Они- не хотят? Ну вот так не хотят, они в наглую хотят у нас отнять Абхазию. Как у тебя отняли Черкесию, так и хотят Абхазию. А мы заберем по-любому. Мы заберем. В этом сомнений нету никаких. Вопрос чуть-чуть времени. Тут осталось. Да. Я тебе скажу, последний раз, когда это было, это затянулось на 100 лет. И, к сожалению, после этих Ну, событий, это дядька... тогда было. Сейчас времена новые настали. Да, дядька, я секунду, можно скажу? Вот, к сожалению, Ужас. к сожалению, после того, когда вот это было, как ты говоришь, к сожалению, исчезли, наш братский народ исчез, убыхи перестали существовать. И, к моему сожалению, сегодня современники, кстати, Денис, очень печально, вот знаешь, вот такой момент. Вы знаете, Вот так. я тут хочу обратиться к старшему человеку. Я вам так скажу. Вы знаете, я вам так скажу, от влажных фантазий, я просто по образованию историк, от влажных фантазий нужно перейти к реальности. Во-первых, сегодня для нас стоят две задачи. Численность, язык и культура. Совершенно правильно. Вот чем надо заниматься. Все остальное это болтовня. Не, вот Ну, это потому что- все, что... Это задача. Все остальное, извините меня, конечно, но это просто фантазии. И не более того. Это очень, знаете, очень легко обо всем этом говорить. Вот вы знаете, у кавказцев есть одна очень плохая привычка. Языком говорить мы много чего можем. А вот делом заняться что-то не очень хорошо получается. Делом Вот. как заняться, если вы не летаете за границу или там к вам не прилетаете? Вы знаете, вы тоже сидите, вы тоже находитесь за границей, но от этого западных черкесов не стало миллион. Понимаете? Это Не, мы свое заберем, по-любому. Слушай, дядька, Аслан, В общем, ой, знаешь, как я тебе тебя скажу? перебью, Мы- Гоша, мне уже пора уходить. Давай, Вот. брат, не теряй Я нас, пожалуйста, не забывай нас. Хорошо, иногда- брат, обязательно. Ну, Не, ты знаешь, подожди, Гоша, дядька, мы сейчас знаешь, продолжим. Гоша, дядька. у меня тут, я в основном нахожусь сейчас в Телеграме, в Фейсбуке, я там в основном вкладываю информацию, так что добро пожаловать. Ты послушай, Денис, кстати, насчет Телеграм. В Телеграме можно вести такие же чаты прикольные. Да, Да, я очень, очень и очень даже, я тебе скажу, интересно вести эфиры. Там, если бы Даже ты... бро- Я, даже бросил- смотри, с меня, я Денис, этого- смотри, Денис, с меня реклама, с тебя хотя бы, ну серьезно, с меня реклама, с тебя хотя бы в сутки там или в неделю, полчаса, час провести эфир в Телеграме. Это очень- Чтобы я вас развлекал, да? Ни почему развлекал, Денис, общение было бы интересно. А я, в общем, ладно, всем доброй ночи, Было бы ребят. очень интересно. Вот. Денис. Не хватает тебя, Да, правда. будьте... Очень будьте- сильно не хватает твоих вот этих историй. Ну, что делать? Ну, некому, братан, я не историк.
Пацаны тоже не историки. Очень много, Денис, вот знаешь, я тебе сейчас скажу, отпустим тебя сейчас, но я тебе должен. Вот есть комментарии, знаешь, как приятно слушать, когда вот ребята молодые говорят, вот я, говорит, учился в университете 5 лет, говорит, я столько, говорит, и ни в школе, ни в университете не научился, сколько на ваших эфирах, сколько на эфирах Дениса я узнал про историю Абхазии. Лично я столько узнал для себя о истории Абхазии, истории вообще, в принципе, я всегда любил историю, но очень много от тебя мы узнали, Денис. И не только мы. И вот ты единственный, наверное, из всего просто пространства интернета, который ведет без негатива, без грязи, без вот этих разбирательств. У нас ребята не могут. У них ориентировано на разбирательство с соседями, понял? Постоянный кипиш. Ты знаешь, что, кстати, по поводу грязи и прочее. В старину абхаз себе не позволяли говорить плохие слова, потому что это не по-абхазски. Так что, когда мы... Вот ты знаешь, Гош, пускай никто не обижается, но когда говорят по поводу абсура, абсур это не только стакан держать. Конечно, конечно, абсур это все. Всем вам удачи. Адже Тгумшин Дыншажу Ицразызлай Яшем Хаскуяна говорит, у Губзер Башину уходит, Яшем Хасфот. Адже конфер халак на бахчес Уизагрех адже Яшем я нашел писал это бзерзги хайбабует Скуяна говорит. Бабулики. Тебе повезло, Гоша, у меня голос пропал совсем, блядь. За это ты молчишь, да, брат? Теперь сколько хочешь базарь, я не могу базарить. Ай, Саху, я-то думаю, что ты молчишь, вас странно, думаю, странное явление. Бессарьон, Я буду писать, как Бессарьон и молчит, блин. А это что за яд, вас это нельзя, руки ему. Я убил буду свои писать, пальцы. строчить буду, как радистка Кэт. Тогда без говорить не можешь, пиши, мой брат, пиши. Проклял меня ад ползучий. Да. Аслан, скажите, пожалуйста, что вы вернуть хотите? Все. Аслан, что вы все хотите обратно вернуть, да, что было утеряно? Сейчас спою. Вы тоже не могу ничего. Аслан, хотите, короче, у Российской империи реванш взять, да? Как? Хотите реванш взять, да, у Российской империи? Реванш, да? Наши территории мы заберем. Да. Не, я же говорю, реванш хотите взять, правильно? Реванш возмездие называется. Да. Только хочу сказать, секундочку, хочу напомнить. Гоша, грузины говорят, это их территория, Геленджик, Анапа, вообще. Говори, мне интересно, говори, договори. Дядька, скажи, пожалуйста, вот нам, вот грузины утверждают, что это ихние земли, которые ты хочешь вернуть. Как быть? Какие это земли грузины? Ну, они говорят, что Анапа, Туапсе, Сочи, это ихнее. Да, Я чем такое это не мать? слышал ни разу. Как не слышал? Мы каждый день слышим, что Сочи это их земля, Туапсе ихняя земля. Вообще, Дигопсия. Я Мы такое каждый ни день разу с ними ругаемся, спорим. Да. У нас постоянные кипиши. Ты как считаешь, Сочи вообще чья исконная территория? Сочи это чисто Черкесия. Они говорят, Ну какие народы жили в Сочи, можешь сказать? я и так голос не имею, еще Не перебиваю. знаю, какие жили, я тогда не жил, но черкесы жили, Ну ты шапсуги, я говоришь, это реванш точно. хочешь взять, ты территории не знаешь, какие хочешь взять реванш. Шапсуги жили в Сочи. Шапсуги, убыхи, абхазы. Все правильно. Дядька, ну знаешь, как я тебе скажу, последний раз вот эти реванши, когда брали, я же тебе только что сказал, к моему сожалению, наш соседский, братский, по крови родной народ исчез.
исчезли. Убытки закончились. Да. Понимаешь? И вот такие реваншисты, как вы, дядька, Так. к сожалению, настраивают и запудривают мозги нашим молодым ребятам, нашим братьям младшим. Я Вот. тебе клянусь, мы раком поставим и заберем Едином свои земли. Кавказе, об этом. Дяхан, Мы наши земли заберем. Как это я реваншист? А ты кто такой? Дяхан, не реваншист. Я говорю, реваншистские настроения приведут нас опять к уничтожению. Не, почему? Сейчас Украина Ну почему? закончит. Хорошо, нет, Дяхан, знаешь как? Очень, дядька, слышишь, очень хорошо, сидя в Дубае, размышлять о реваншах, о возвращении земель. Я и там размышляю, сидя в Сочи, в Краснодаре, в Туапсе, в Новороссийске. Какие Дядька, проблемы? знаешь, что я тебе что скажу, дядька? Что ты Самое скажешь? главное, чтобы мы смогли сохранить свой язык, культуру, а дальше даст Всевышний. А чтобы сохранить, надо избавиться от этого козла вонючего. Что, до Послушай, сих Дяха, пор непонятно, что ли? я тебе говорю, иншаллах, дядька, я не знаю, от кого ты избавляться собрался. Иншаллах, что мы возродимся, как феникс. Мы возродимся из пепла, иншаллах. Что принадлежит нам, нам и будет принадлежать. Пусть весь мир раком станет, но все, что наше, то будет наше. Все, что предложил, дал нам Всевышний, только Всевышний может забрать. Иншаллах. Только твою мать говорит ему. Какая трагедия, какая трагедия. Хо-хо-хо-хо. Ай, бля. Не, причем нравится, не нравится. Я ж тебе говорю, ты там в Дубае сидишь, ты рассказываешь, вот дядька, нам не нравится, не нравится. Вот эти разговоры оставь, Дяхан. Ты нас, по-моему, под монастырь хочешь подвести. Мне интересно, потом вот такие, как он, в тюрьму пацанам передачки отправляют? Отправляй. Да? Без, как думаешь? Потом он отправляет пацанам передачки в тюрьму за экстремизм? Потом, да. Ой. И потом такая бредина, как Миша здесь запишет, и как экстремист поедет Бесик и Гоша, блядь. А вот дядя Слан потом будет наши семьи все 10 лет кореть, школу водить, да? Нет, не Бесик зовут, а Вальдемар. Реваншисты, блядь. Забируйте, забиральщики. Прячем, усы. Прячем.